Октябрь 2020 года. Кыргызстан на пороге перемен. Власть меняется, и вместе с ней рождается надежда. Одно из главных обещаний, которые слышит вся страна – покончить с долгами. Эгерде сиз президент болсоңор, 5 жылдын ичинде биз төлөйбүз. Туурабы? За 5 лет мы полностью избавимся от долгов. Полностью избавимся. Громкое и ясное обещание. Прошло почти 5 лет. Время проверить эти слова и сопоставить их с фактами. Итак, обещание избавиться от долгов. А что в реальности? Вместо погашения старых, правительство начинает брать новые и очень активно. Смотрите сами, с конца 2020 года страна взяла внутренних долгов на 272 миллиарда сомов. В пересчете на сегодня это 3 миллиарда долларов. Более того, впервые в истории Кыргызстана деньги внутри страны занимают на огромные сроки, до 15 и до 20 лет. Это значит, что расплачиваться за эти кредиты будут следующие поколения. Больше 1 триллиона достигли ВВП. Теперь и консолидированный бюджет превысит триллион. Власть часто говорит о росте бюджета до триллиона сомов, представляя это как большой успех. Но давайте разберемся, как именно растет бюджет. Есть два пути – зарабатывать больше или занимать больше. Государственные СМИ врут нам, что выбран первый путь. Консолидированный бюджет сформировался в основном за счет средств, поступивших от борьбы с коррупцией, борьбы с организованной преступностью, кумтора, инвестиций, предприятий, а также таможенной и налоговой служб. Но факты указывают на второй путь. Чтобы пополнить казну, правительство продает ценные бумаги и берет новые внешние кредиты. В мае на гонконгской бирже проданы еврооблигации на 700 миллионов долларов. Евробонд жөнүндө сөз болуп атат да, еврооблигациялар боюнча. Это, собственно говоря, займ в долларах и в других резервных валютах, да? Ал карыз. В итоге общий государственный долг вырос почти на треть, а с 2020 года вырос на 3,5 миллиарда долларов и составляет 8,4 миллиарда долларов. И Кыргызстан по росту долга занимает позорное первое место. Но это еще не все. Есть еще соглашение по 500 миллионам кредита из Китая и 500 миллионов долларов кредита из Кореи. Кыргызстан Кореядан $500 миллиард кредит алат. Тиешелүү макулдашуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин кароосунан өткөн. Возвращаемся к главному вопросу. Власть обещала избавить страну от долгов за 5 лет, но факты показывают обратное. Долгов стало только больше. Старые не погашены, а к ним добавились новые на миллиарды долларов. То есть Садыр Джапаров, как обычно, соврал. В простонародье уже есть поговорка: Садыр дает слово, Садыр забирает слово. По-простому говоря, он лжец. Нас пытаются заставить замолчать, задержание, преследование, давление, но мы продолжаем работать. Поддержите нас на Patreon. Почему это важно? Ваша поддержка дает нам возможность продолжать независимые расследования и рассказывать правду, несмотря на риски. Как подписаться? Переходите по ссылке прямо на нашу страницу в Patreon Темиров Лайф. Выбирайте удобный уровень подписки. Ваша поддержка – это вклад в правду, а бонусы – просто приятное дополнение. Заполняйте данные карты или выбирайте PayPal. Подтверждайте и готово. Вы помогаете нам продолжать борьбу за правду. Поддержите независимую журналистику, ссылка в описании.